Есть люди, для которых время подобно воде. В зависимости от темперамента и личных обстоятельств они представляют его себе в виде бурного потока, все разрушающего на своем пути, или же ласкового ручейка, стремительного, но прохладного. Это они изобрели клипсидру, водяные часы, похожие на капельницу. В каком-то смысле каждый из них камень, который точит вода, поэтому живут они долго, а стареют незаметно, но необратимо. Есть те, для кого время подобно земле, вернее песку или пыли. Оно кажется им одновременно текучим и неизменным. Им принадлежит честь изобретения песочных часов. На их совести тысячи поэтических опытов, авторы которых пытаются сравнить ход времени с неслышным уху шорохом песчаных дюн. Среди них много таких, кто в молодости выглядит старше своих лет, а в старости моложе. Часто они умирают с выражением наивного удивления на лице, поскольку им с детства казалось, будто в последний момент часы можно перевернуть. Есть и такие, для кого время — огонь, беспощадная стихия, которая сжигает все живое, чтобы прокормить себя. Никто из них не станет утруждать себя изобретением часов. Зато именно среди них вербуются алхимики, мистики, чародеи и прочие охотники за бессмертием. Поскольку время для таких людей — убийца, чей танец завораживает, а прикосновение отрезвляет, продолжительность жизни каждого из них зависит от его воинственности и сопротивляемости. И, наконец, для многих время сродни воздуху, абстрактная невидимая стихия. Лишенные фантазии относятся к нему снисходительно. Тем же, кто отягощен избытком воображения, время внушает ужас. Первые изобрели механические, а затем и электронные часы. Им кажется, что обладание часами, принцип работы которых почти столь же абстрактен, как сам ход времени, позволяет взять время в плен и распоряжаться им по своему усмотрению. Вторые же с ужасом понимают, что прибор, измеряющий время, делает своего обладателя рабом. Им же принадлежит утверждение, будто лишь тот, кому удается отождествить время с какой-то иной, незнакомой человеку стихией, имеет шанс получить вольное. Осталось понять, к какой группе принадлежишь ты.